правительству придется решить очень важную задачу перехода на единую цифровую платформу. Дело в том, что ранее все ведомства занимались цифровизацией автономно, без единого контроля, что привело, помимо технических проблем, к безрассудному расходованию государственных средств. На совещании в Генеральной прокуратуре представителям правительства была обнародована сумма средств, которая понадобится для объединения разрозненных систем. Сразу скажу, таких денег нет и не может быть просто. Как говорил один незабвенный чиновник-строитель, с деньгами построить объект может и дурак. А вот выполнить эту задачу без денег – это уже мастерство. Вот покажите мастерство. Правительство должно дать мне план работы без получения огромных денег из бюджета. Что касается здравоохранения, то в этой отрасли действует более 30 разрозненных информационных систем. Жасулан Надеевич, займитесь этим вопросом. В Министерстве здравоохранения есть заместитель, который отвечает за цифровизацию? Да, уважаемый Касым-Жомарт Кемелович, в прошлом году вы давали поручение для того, чтобы провести интеграцию. Нам необходимо создание и миграция всех медицинских данных наших казахстанцев. Это порядка 1 петабайта данных. Сегодня мы соответствующую работу проводим с Министерством искусственного интеллекта. И до конца этого квартала создание единого хранилища данных будет создано. И это позволит интегрировать все разрозненные информсистемы уже в этом году. Бізде үкімет бір ғана министерство, тиісті министрлік бір ғана бар. Бірге жұмыс істеу керек. Қандай кедергі бар, қандай тосқауыл бар? Бірге жұмыс істеп жатырмыз, Касым-Жомарт Кемелевич, мы вот аудит провели, более 30 информационных систем выявлено, есть четкий план по доведению их до 8 путем интеграции и исключения дублирующих информсистем. Соответствующий цифровой вице-министр также в министерстве работает. Бұл мәселені жиі қарау керек. В одной отрасли 30 разрозненных информационных систем. Что это такое вообще? Айтуға да ыңғайсыз.